Сегодня 17 марта 2021 года. Мы снова перед зданием суда, рядом с зданием суда. Было очередное заседание сегодня. И я бы хотел рассказать подробно про последние заседания по делу убийства Зелимхана Хангашвили путинским террористом из ГРУ, военным, который совершил террористический акт устрашения в центре Берлина летом 2019 года, то есть 1,5 года назад. Сегодня и вчера на заседании были заслушаны свидетели. Сегодня были заслушаны две подруги бывшей жены Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангашвили. Вчера были заслужены два полицейских. Я конспектировал, поэтому буду иногда подглядывать, потому что очень много информации по этому поводу. Ну, постараюсь сжато и кратко это все сейчас описать. Итак, вчера был допрошен два полицейских. Первый полицейский рассказал, что он что он был одним из тех, кто в город Карлсруhe был доставлен Красиков на вертолете, на бронированном микроавтобусе. Он задавал вопросы Красикову и спрашивал, как он себя чувствует. Красиков сказал, в зависимости, в таком состоянии, в каком положении я нахожусь, ответил ему Красиков. За короткое время очень сильно похудел Красиков, но очень пытался держаться. Было видно, что человек обучен держаться, именно не проявлять эмоции пытался уже после задержания. Потом каждый день Красиков делал физкультуру, попросил очки для зрения, у него начало ухудшаться резко зрение, как он сказал. И также попросил книгу «Сила духа» про партизан, воевавших в Украине. Он попросил эту книгу ему не дали. Он сделал вид, что обиделся на это. Вот такого плана была беседа. Как известно, все это время Красиков на суде хранит молчание, и за него говорят его адвокаты. Также этот полицейский рассказал, что когда Красикова доставили в изолятор, в тюрьму, заключенные не русской национальности, в том числе чеченцы, выкрикивали угрозы ему и всякое пренебрежение ему показывали. В отличие от нерусских, скажем так, другие национальности, немцы, чеченцы, другие национальности, которые находятся в изоляторе, они всячески ему высказывали свое неуважение. В отличие от них, русские заключенные всячески пытались подчеркнуть, хотя не явно, но всячески пытались подчеркнуть свой респект к этому преступнику и убийце, государственному преступнику и убийце. Он также, полицейский, спросил про татуировку, которая есть у него, спросил, тюремные ли это татуировки или нет. Красиков сказал, что нет, это не тюремные татуировки, и что они ничего не значат. Как известно, это изображение рыси у него на плече, на правом или на левом. И вот такого плана татуировки, которые мы все видели в средствах массовой информации. Очень Красиков интересовался по поводу состоянием дел между Россией и Германией в связи с его задержанием и этим преступлением. И очень проявлял такой живой интерес по этому поводу, как рассказывает полицейский. Вел себя Красиков очень вежливо и подчеркнуто вежливо, но всячески отрицал связь какую-либо с Россией, с государством.
При всем при этом ему сразу же было предоставлено адвокат, была предоставлена помощь, что не характерно для всех, кто находится за границей и совершает какие-то преступления, что вот так резко реагирует. Это тоже очередной раз косвенно подчеркивает, что Красиков действовал по заданию России. Рассказал, что его встретили в Польше бабушка какая-то, женщина и дочка, которых он не хочет вмешивать, ну и так далее. Это его легенда такая. Также Красиков рассказал, что чеченцы — это большая угроза для Германии. Это человек, который как бы считает, заявляет, что он не совершал этого преступления, всячески склонял немецких правоохранителей, которые рассказывали это на суде, что чеченцы — это большая угроза для Германии, вы их недооцениваете, это слишком, вы очень наивны по отношению к чеченцам, он говорил. Хотя я бы сказал ровно наоборот. Немцы, они не наивны, но очень многое позволяют русским, что не следовало бы позволять, потому что это намного, чеченцев всего лишь 1 миллион, при всем желании мы не сможем нанести такого вреда, и атомного оружия нет, и новичков у нас нет, и ядерных полониев нет, и разных коронавирусов у нас нет. При всем желании, что, конечно, никакого желания у чеченцев, кроме как освободиться от фашистской России, никакого желания навредить кому-либо в этом мире у нас нет. Кроме отдельных очень малых групп оболваненных пропагандой российской и агентов российских, которые создают вид, что чеченцы представляют угрозу для Германии, Европы, мира и так далее, и так далее. Так, что еще? Потом рассказывали, тут стоит очень отметить, что суд вообще отличается от российского. Я это говорил раньше в своих выступлениях, но и сейчас хочу сказать, что просто завораживает, очень, можно сказать, восхищает поведение суда, судьи, помощников, прокуроров, адвокатов. Профессионализм просто тот, о котором мне в России не доводилось видеть, той имитации судебной системы, которая есть в России. Тут, конечно, нет. Здесь суд на самом деле независим. И это очень вызывает уважение к этому процессу, как вела себя полиция во время такого оперативного задержания этого террориста, и также как ведет себя суд. Судья владеет темой полностью, от и до. Это просто вызывает уважение. Обсуждался и Марат Кавказ, обсуждалось там разное исламское течение, которое там находится, рассказывается о 19 координаторах, которые занимаются координацией, люди, которые занимаются координацией логистики Имарата Кавказ. Обсуждается убийство в Турции, обсуждалось, и в этой теме, видно, судья неплохо ориентируется и задает очень такие правильные вопросы. Обсуждалось убийство чеченцев в Лопоте, в ущелье, в Грузии, в Лопоте, которое было. На следующем заседании, кстати говоря, будет приглашен, по всей видимости, представители грузинских спецслужб. Приблизительно это было то, что вчера. Сегодня то, что мы услышали, это были 2 женщины, подруги, знакомые жены Вадима Красикова. Он же Соколов, Вадим Соколов, который имел документы при себе на имя Вадима Соколова. Было видно, что женщины лгут. Они состоят в одной группе WhatsApp с женой, бывшей женой Вадима Красикова Татьяной Пономарева, по-моему, фамилия у нее девичья. Рассказали, что дочь зовут Кристина,
Вадима Красикова, дочь зовут Кристина, и что они уже давно не общаются с этой женщиной, но в первое время, когда на первом допросе, когда полиция вызвала этих женщин на допрос, они более интересные вещи рассказывали. Сейчас они делали вид, что они не помнят. Ну вот ничего такого конкретно сегодня они вот так и не сказали. Поэтому суд закончился там через буквально 2 часа после начала. Допросили обеих и все. И на этом потом было еще там обсуждение. Ну, по 20-30 минут на каждого свидетеля было затрачено. Женщины говорили на немецком, больше сильным акцентом, но информацию никакую такую не выдавали. При всем при этом прокурор задавал вопросы, судья задавал вопросы. Ну, они делали вид, что не помнят, хотя ну, даже то, что говорили на первых своих допросах в полиции. Рассказали, что одна рассказала, что она теперь не помнит, но на первом допросе сказала, что Вадим Красиков был либо военным, либо полицейским, она говорила. На этом, скорее всего, военный. Ну, и вот это тоже косвенно подтверждает, что Вадим Красиков давно служит в вооруженных силах и имеет отношение к Главному управлению Генерального штаба России, ранее называвшийся Главным разведывательным управлением ГРУ. Ну вот такое было. Потом я бы хотел рассказать о 4 заседаниях, которые были ранее, вот до этих 2 сегодняшних, вчерашних, были еще 4 заседания. Сейчас заседания происходят из-за коронавируса не каждую неделю, а через неделю. Вторник, среду, как раньше было, остается, но с интервалом через неделю это все происходит. Так вот, предыдущие заседания, 4 заседания, был свидетель Г, его называют. Это свидетель из Bellingcat. Вы все знаете этого свидетеля. Этот человек говорит на русском языке, расследует отравление Навального и так далее, и так далее. Ну, его почему-то называют свидетель Г. Этот свидетель рассказал, это тот же самый свидетель, про которого все знают, но почему-то его тут называют свидетель Г, поэтому его фамилию произносить я тоже не буду. Хотя адвокат Красикова тоже возмущался по этому поводу и говорил, ну почему все знают, у него есть там в Твиттере подписчики, человек очень известный, почему его имя не произносится. Но не произносились в суде, и я его тоже не буду произносить, но вы все его знаете. На этих судебных заседаниях свидетель Г очень подробно, и это все опубликовано было ранее, и на суде он очень подробно все это рассказывал, про биллинги, где бывал Красиков, что он тусовался, находился в местах, где находится вымпел, это банда ФСБ, но, видимо, как-то задействовано, не знаю, потому что все сводится к тому, что все-таки Красиков был военным, но, может, ФСБ использовала этого военного, может быть, по какой-то другой причине, что именно не ФСБ, а ГРУ относится Вадим Красиков. Ну вот, в принципе, так. И много можно рассказать про свидетеля Г, который из Bellingcat. Эти заседания были очень долгие, в отличие от других дней. Они с 9:30 и до 5:30 обычно продолжались. Очень много деталей. Ну вот еще раз скажу, биллингов, где бывал, с кем общался, все контакты этого Красикова. Очень много этот свидетель Г из Bellingcat рассказывал. И вот ничего практически нового, конечно, то, что неизвестно из его публикаций, я не услышал, ну, может быть, за редким исключением, каким было, ну, в принципе, где-то вот так. И что я еще услышал от свидетеля Г из Bellingcat, это то, что нынешняя жена Вадима Красикова состоит в одной фирме, компании, через которую пропущено 2,4 миллиарда рублей. Они не знают, что это за бизнес, какой-то строительный, что ли, бизнес они там говорили, но
по всей видимости, это вот обнальная вот эта схема, это мое предположение, потому что вот такие крупные суммы обычно занимаются ФСБшники, силовики, так как вот эти крупные суммы занимаются, а этот муж занимается вот заказными убийствами в угоду государства. И вот таким людям как бы разрешается заниматься вот этими обналами, то есть уходом от налогов, да. Ну вот приблизительно вот что я могу сейчас вспомнить, потому что за вчера и за сегодня, особенно за вчера, тоже было очень много информации. Мы будем дальше следить, продолжать за этим следить. И хотел бы напоследок на чеченском языке обратиться к чеченцам, которые живут здесь, в Берлине особенно, которые особенно к молодежи. Сун бадек дичас темшин хит духу нохчи букуза. Тама дойт хадахкан дуой. Тама дойт хадахкан бошкуза лилша дуой. Оксуди дахкан сучу даган. Цердуйцег шеш шани юқиq да целаа. اش سويك حديد شسون هنز جامبورجر حق يخشى يلا خلوه خل نستلق خلم تقول رسون نستلق مسوخينا حواء شادك ده تأخ قحلغا ويجيش قزان هرمتك سيسا زياش سيسا ايش تقول دلا نخشي كجي ناخ زودري خلبيش بروي بات وي غروزيا اشول زيلم غنا وي نخشي جويان وي بريزيدنت نيوخي دعوتن توام بين لزوين يو دقو فيريش تعبو ليلا شي سدعدل لك انتو يدال ديق الويل دال غزو تعويل ويا قحل غاده كان دحيت وي جيتا تلوشا ماسك نشيو انسليله يش ماسك نشيو غن بروست قحل غالاتش دوش دروي تصدوغ زال سودا چو دغن وي تشوا جيت ديش دروي تصدوال وي سوم تغاوي هودغياتش دو هوليليش دو قيحان غدا ديزوي قيحان ورتا دول ديزوي شي سد عدل وي نوشك انت وي абсолютно безопасно هما دور تا قيرم وشما داتسر تجمل شو مهتا دولش دات يقي مجوش واخيتا ليش تنابو سويق مجون سلي ليويبوش تا بريتنزيشيش تا بوش تا ليدر بريتنزيشيش إيماج ليلة ما حق خلديشون إيماج ليلة شوال إزلم خانوري إيماج ليلة حق دولشي سدعدل لشون تسق أحقا إيماج واش يوتش زودري قويقا قص حاوي أن أسوابنا نيمتو مواتوك تزال شوي أن واخي أن لدو نيمتو مواتوك إيرا ليتش هما داكشون قا دئسا تا شاش دوي جيتش قي ميتينج تايا بروستا داكشون سوحالغا ليتش دوشون تجمل متى دوليش نوشي هما داتشون قي غاس قي اشتو страшный бачун шун махит цанхена генералш дуой бош дудес дицен бо генералш дакелгавай генералш душунувай все равно дакелган боцеш тажимал сам дол тажимал бел качку хуман ца вай бел ца качадет алца ош сахум дук вай мичдикш дуэлш расстреле дюкшду, но я политикой не интересуюсь, бог сендек. Ой, расстреле дюкшдушун, ой, диган уже, даках чешунует, расстреле, ой, те одежды гуштушун. Просто шаш дуй гейт, кицаума дачшун куз. Шаш дуй гейт, таджимал дагейт мадизи, ой, дуй иштум ду халца криминали леш верши, ца хулиганш буй, ца куз дуйлца богшунас. Und als so da ja du gucha do khirdu kriminal celile sta nemcu motru bo kegi naha yuari enti habe kan zu zalchu ahosh chena tajimal cer duitsek konspektiro den as suek hada ich chena as ida khirdu shun suna atkhidar ro khidar sun zu ta такой омана массанома исторический процесс юшунар о важный процесс юшунар хар сам процессу ихилляячун أسقطع بليتي تقطع سبتلوش سقطع تبما بويقو باندا هيش تشبوش إيربوش تسوتشوا زريتل سن توي تاني عشا تاجا قميل ديش ديستخلشا تاري دالروات بوخشون دال مقلا نو وي داجيت مديزي وي دوي إدوكسون قيس سمون ويشوما داتشون قزر просто نمتوشان حلا يحخل تيز وي تجمل تغاسقشان حلغا يحخل تيز وي منش قزر تدوش
Что что? Мегерду бех мобил цато шум алля сун. Сун интир дол просто со лерх сун шо цат ночи хузахулиле. Мегерду Деврейс хуй массерна. Всего самого хорошего. До свидания.